ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 10:00. Город-администрация. В повестке дня контроля обсуждений 7 вопросов. Начинают заседание с итогов антикоррупционной экспертизы. За 2015 год ее прошли 2055 муниципальных правовых актов. В 30 из них были выявлены и устранены коррупционные факты. Большинство из них, по словам начальника правового управления Галины Остроуховой, проходили через управление ЖКХ. К слову, эту структуру совсем недавно коснулись кадровые изменения. На дне контроля новый начальник коммунального хозяйства Олег Барловский отчитался о результатах ликвидации несанкционированных свалок, незаконно установленных балков и автохлама. По вопросу брошенного автотранспорта в 2015 году было выявлено 88 брошенных транспортных средств. Из них за счет средств бюджета проведен вывоз 21 машины и 60 транспортных средств убраны самостоятельно. Оставшиеся 7 машин планируется вывести в 2016 году при выделении денежных средств. Такой результат управления ЖКХ может и стоит похвалы, но, видимо, не в этот раз. Следующий вопрос коснулся перевода дороги Том-Керки в статус зимника. Эта процедура необходима для выделения средств из регионального бюджета для обслуживания трассы. Но вот управление коммунального хозяйства не торопится оформлять документы. Заместитель мэра Ухты Федор Любанин новому начальнику ЖКХ дал время исправить ситуацию. А вот сравнительно недавно заступивший на свой пост Надежде Рубан, начальнику управления культуры, за свое ведомство краснеть пока не приходится. Она отчиталась об успешном завершении Года литературы. Тематическими мероприятиями Года литературы было охвачено около 62% школьников Ухтинского муниципалитета в возрасте от 5 до 18 лет. Общее количество школьников на отчетный период – 11 921 человек. План городских мероприятий в 2015 году в рамках проводимого в Российской Федерации Года литературы был выполнен в полном объеме. 2015 год для сферы культуры вообще оказался успешным. В век информационных технологий библиотеке удалось привлечь на свои мероприятия 62 тысячи человек. Это на 2 тысячи больше, чем в 2014-м. Интерес к городу значительно вырос. Об этом говорит количество интернет-запросов культурного атласа Ухты. Книгу в электронном варианте ищут не только в пределах Коми, но в России и даже Дании.